В октябре исполнилось бы 95 лет со дня рождения одного из наиболее известных коми-ученых-гуманитариев 20 века, основоположника этнографии Любомира Николаевича Жеребцова. Какой вклад внес исследователь в науку, я узнала у Юрия Шабаева. Юрий Петрович, имя Любомира Николаевича первым всплывает в голову, если говорить о развитии этнографических исследований в Коми. Давайте поговорим о том, чем нам запомнился, какими исследованиями, какими работами этнограф. Любомир Николаевич занимался не самостоятельными этнографическими исследованиями, чем он интересен, а тем, что он организовывал этнографические исследования. Он создал профессиональный коллектив ученых-этнографов, которые занимались планомерными и систематическими исследованиями на этой территории. И не только на территории собственной республики, но и на многих сопредельных территориях. На счету исследователей десятки экспедиций. Какие материалы он в основном собирал? О быте, о культуре или какие материалы? Любомир Николаевич Жеребцов отличался очень высокой активностью своей полевой работы. Наверное, один из немногих этнографов, наших этнографов, который бывал на Алтае, а там тоже в свое время сформировалась переселенческая группа Коми, его алтайская экспедиция, итоги, вернее, его алтайской экспедиции отражены в научных отчетах, где описывались результаты экспедиции, интервью с людьми, фотографии различных элементов быта. И вся эта информация до сих пор лежит в архиве Коми научного центра, и не только лежит, она активно используется. Ну, как мы знаем, многие его труды стали основополагающими в изучении вопросов культуры и быта Коми, но некоторые были раскритикованы. Например, одна из его первых работ «Памятники народного зодчества Коми СССР». Тогда он создал классическую работу, посвященную традиционному жилищу и традиционным поселениям Коми народа. Но поскольку там был иллюстративный ряд, как это положено, как об этом я говорил, в любой этнографической работе, а в этом иллюстративном ряду присутствовали в основном старые развалившиеся избы, но это традиционные постройки, характерные для Коми. Поскольку чиновники местные решили, что как же так? Этот иллюстративный ряд говорит о том, что сельское хозяйство республики, сельские жители республики живут в таких убогих жилищах. Нет, вы пропагандируете что-то такое антисоветское. Такого рода труды выходить не могут. И книгу, вернее, гранки этой книги рассыпали. И лишь только спустя десятилетия ему удалось воссоздать эту книгу, написав монографию «Крестьянское жилище в Коми СССР». Это классический труд, посвященный традиционному жилищу и поселению Коми, где характеризуются и приемы строительства, и планировка жилища, и планировка сельских усадеб, и планировка поселений, где приводятся различные сведения, связанные с верованиями строительными, где можно строить жилище, где нельзя строить жилище. Конечно, не только этим трудом одним славен Любомир Николаевич Жеребцов. Его перу принадлежит целая серия работ. Но я бы хотел остановиться на наиболее значительной его работе, на монографии, которая является вершиной, как я полагаю, его научного творчества. Многие этнографические сюжеты, они описывают какие-то очень локальные явления. А эта работа показывает то, что культура Коми, как и культура многих других народов России, практически всех народов России, формировалась благодаря тесным связям с соседями. Что-то Коми заимствовали у соседей, что-то соседи заимствовали у Коми. И здесь сказано о том, какие взаимоотношения были у Коми с соседями немцами на севере, какие культурные обмены существовали у Коми с русским соседним населением, какие культурные связи были у Коми с манси и хантами. И эта работа говорит, ярко свидетельствует о том, что культура Коми, как я уже сказал, как и культура почти всех других народов России, есть некий синтез достижений самых разных народов. Ну что ж, Юрий Петрович, в любой день рождения принято говорить приятные слова. Насколько я знаю, то, что вы начинали свой путь как раз при Любомире Николаевиче. Каким вы его помните? Это был человек начитанный, человек образованный, активно доброжелательный, который всегда готов был тебе помочь, и которого всегда поэтому вспоминаешь с благодарностью. Юрий Петрович, спасибо большое за то, что поделились такими теплыми воспоминаниями, и спасибо за беседу, конечно. Пожалуйста.